Всем привет-привет, с вами канал Life. Мы на море, в Зеленоградске. У моря в Зеленоградске. Вот народ. Сегодня прекрасный день. Вот тут вот меньше купаются. Почему тут меньше на пляже народа, я не знаю. Но дно прекрасное, просто песчаное. И тут тоже очень красиво, ни водорослей, ничего нет. Почему тут люди не отдыхают, я не знаю. Может, то, что пляж влажненький немножко, там же сухой песочек, а тут мокрый песочек. И неудобно же лежать на мокром. Вот, наверное, из-за этого. Но купаться здесь, я думаю, очень приятно. Сегодня у нас 4 августа 2021 года. На дворе среда. Мы прогуливаемся. Хотя у меня, конечно, сегодня еще очень много работы, но мы решили даже провести немножко времени в Зеленоградске и поработать даже здесь, у моря. А что? Иногда я работаю на природе, мне очень нравится на пляже работать, потому что это заряжает энергией, это же место силы, море. Сегодня прекрасный, прям море лазурное, и небо такое, прям, замечательный цвет, очень красивый цвет. Правда, живу? Да. Народу очень прибавляется. Вот здесь вот прям густо так уже людей, прогуливающихся и ездящих на всяком транспорте, на велосипеде, на самокатах, на вот такой вот штуке. Музыка из «Приключений капитана Врунгеля. Мы бандиты». Мне кажется, это не это. Почему? Это она. Да? Да. Не знаю. Просто человек не совсем профессионально играет, а любительская игра, и иной раз не совсем понятно, что играет. Ну хорошо, ты разбираешься больше, я вообще в музыке не разбираюсь. Тут недавно я на карте Таро увидела музыкальный инструмент. Говорю, уж не знаю, что это за музыкальный инструмент. Все потом пишут, это орган, это орган. Я говорю, я не разбираюсь в музыке, в музыкальных инструментах. Я разбираюсь в другом. У каждого своя работа. Вот. Поэтому да, в тонкостях таких, как музыкальные инструменты, мелодии, какой-то стиль, это я вообще, да. В этом я не разбираюсь. Я могу это признать, сказать, что в этом профан, дилетант и глупый человек. Мы идем в кафе «Мороженое». Смотрите, как все ларечки украшены кошечками. Обратите на это внимание, это город кошек. Ехали сейчас в автобусе. Это было что-то. Мы ехали в 141-м. Сначала был скандал, дикий скандал, из-за того, что мужчина сел в автобус без маски, без индивидуальной маски. У него ее с собой не было. Давай с этого начнем. Да. И кондуктор подошла, говорит, у вас нет маски. Я сейчас отсюда высажу. Билет продавать не буду, потому что у нас по закону, если человек без маски едет в автобусе, штраф предпринимателю или там АТП 300 тысяч. Ну, она, конечно, так, может, и преувеличивает, конечно. Может, ее бы как должностное, допустим, на 30 штрафанули. Но это дорого. Это вся ее зарплата. Иногда и столько она не получает. Вот. Ну и мужчина начал орать. Молодой мужчина, моложе меня, это 100% моложе нас. Может, ему лет 27, может, 26, может, чуть побольше. Такой спортивный. Он начал сильно кричать на весь автобус, что он должен быть без маски здесь, что это нет такого законодательства, никто вас штрафовать не будет. Чуть ли не просто придрались к нему. Кричал, начали люди оборачиваться и говорить, что ты тут кричишь, это законодательство, иди с Алихановым и разбирайся, зачем ты с нами тут вообще кричишь. Да, постой возле мэрии или там. Да, на площадь иди. Да. И это, если на то пошло, из-за тебя стоять в автобусе и ждать, когда ты наденешь маску, никто не хочет. Ну, дайте мне тогда маску. Дайте мне маску, потому что у меня ее просто с собой нет. Какая-то женщина пожилая ему дала маску, значит, из своей сумки. Ну, как же он кричал. В итоге кричал, оборачивается мужчина, который сидел сзади нас. И говорит, тебе что, по морде настучать, ты сейчас из люка выпадешь, я тебя сейчас это устрою.
Тот говорит, ты мне устроишь, ты мне что, угрожаешь? Да, угрожаю. Я тебя сейчас изобью. Сейчас, говорит, могу не здесь, давай выйдем. Я с тобой разберусь. Началось. Тот начал, типа, ну, уже так меньше голосок-то поубавил. Ну, конечно. Вот. Сзади там мужик покрупнее. Что, мол, посмеешь? Он говорит, сейчас мы тебя тут замесим. Сейчас вот я, говорит, на остановочке там в деревне все вместе выйдем, и я с тобой поговорю. Все, заткнулся. Вот, но Вышел спокойно. Вышел он уже спокойно, глазами. да, зыркал глазами, в низовье он выходил. И билет ему продали, он же маску эту надел в итоге. Ну, это было что-то. А потом с нами разговорился другой мужчина, уже по-мирному, без всяких драк, просто мы разговаривали всю дорогу с мужчиной про советское время. Он вспоминал про виноградники, он вспоминал, какой был крупный виноград в советское время. И то, что один мужчина рассказывал, купил 12 тонн мыла со скидкой, видимо, в советское время, к вопросовой цене, и до сих пор им моется. Мы так смеялись, это вообще было. Расскажите, что вы самое глупое купили в советское время? Самая глупая ваша покупка. А мы заходим в Жилово. Взяла облепиху и амарену. Амарен — это молоко и вишня. А у меня печенье с чем-то. С чем? Карамели, по-моему. Печенье карамель и манго. Вот. Ням-ням, сейчас потечет. Мы пошли в парк. Поищем место, чтобы поработать. Как тут сегодня хорошо в парке. Красиво, приятно. Такое лето прям. Август еще теплый такой, прям горячий, я бы сказала. Вот в этот раз лето в этом году очень жаркое, хорошее, насыщенное лето. Да, Владимир Николаевич? Да. Иной раз было пекло прям. Вот кто попадал на курорт в Калининград и в Зеленоградск, там все прибрежные приморские города, все радовались. Все коричневые. Ой, сегодня мужчину сфоткала ради юмора. Черный. Какой же он коричневый. Черный. Да, прям загорел. Вот настолько вот пропекся, вот не знаю, копченый мужик. Что в Египте так, наверное, не загорают, как здесь, да, в Калининградской области. А мы все в тенек, как-то в тенек. Но в теньке очень хорошо, когда на улице тепло. Это же приятнее некуда. Это комфортная такая обстановка. Температура воздуха. Сидишь, радуешься, как в детстве летом. Когда в травку тебя посадили. И ты сидишь там, ковыряешься себе. Вот сейчас такое же какое-то ощущение. Тебя не мочит. Ты не страдаешь от ветра, от ледяного пронизывающего, который был зимой особенно. От снега не страдаешь, а радуешься лету. Давай по кругу тогда будем проходить. С той стороны есть. С той стороны? Лавки, да. Подожди, нам тенек нужен. Вон там, видишь, есть? Да, есть, вижу. А тут мы будем не в уединении, а мимо будут все время некоторые люди ходить. Коврики на траве. Ну, на траве надо тенек тогда искать. Ты хочешь на травку сесть? Ну, посмотрим. Вот тут есть Я хорошие места. Не знаю, когда тут обрабатывали последний раз от клещей. Ну, я тоже не могу знать. Пойдем. Ну, а тут, как правило, обрабатывают. А вон там, видишь, вот лавка в теньке стоит неплохая. Да. Если мы успеем до нее добраться раньше других, то у нас будет счастье. Вот видишь, кто-то сейчас стремится. Вот беги, возьми, побеги. Мы решили зайти в кафе у моря Дача. Вот нам уже принесли чашечки для чая, чайничек. Вот скоро чаек запарится, будем пить чай. И тут вот такой вид у моря замечательный. Мы сидим вот так вот красиво. Здесь хорошо, столики под зонтиками. И все вот это вот. Люди отдыхают, радуются здесь. И мы тут пьем чай. Очень хорошо, нам нравится. Вот сидим, разбираем некоторые темы по работе. Потому что, ну, есть что обсудить, конечно, всегда по работе. Проблем очень много у людей, которые обращаются. И мы пытаемся найти выход из создавшихся ситуаций. Иногда он есть, иногда и трудно его найти. Вот. Но мы стараемся всегда помочь. И стараемся расслабиться. Вот у меня сегодня уже голова начинает болеть немножко от работы.
Надеюсь, что она не разболится окончательно. У вас кипят чувства, а у меня чаечек. Ой, а еще в чаечке уже что-то плавает. Красота какая. Сейчас одну ложечку грязненькую убрали. Сейчас что-то плавает. Вообще прелесть. Ой, смотрите, нам уже пасту принесли. Вкусненько как выглядит. Да, у Вовы даже красивей. С помидоркой.